Всем привет, дорогие друзья! Это программа Тува Лайф Ток. Меня зовут Анастасия Быкова, и сегодня у меня в гостях Елена Андар. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Елена Андар, директор Республиканского центра народного творчества и досуга, член региональной общественной организации в сфере культуры «Анза», представляет первый в Туве фестиваль колыбели. Около 100 колыбелей со всей Тувы будут представлены в столице республики в День России на главной площади города. В Кызыле 12 июня состоятся мастер-классы по изготовлению традиционных детских люлек и оберегов, а также попеленание ребенка и концерт колыбельных песен. Это не только многосоставной проект, посвященный традиционной культуре. Важно, что фестиваль не только возрождает народную культуру, но и объединяет вокруг себя большую команду организаторов. Очень приятно вас сегодня наблюдать у нас в студии. Спасибо, что пришли. И давайте поговорим о фестивале, который у нас в Туве впервые проходит, и о том, какая уникальная идея будет в этом фестивале реализована. Добрый день, спасибо за приглашение, за возможность поговорить о фестивале. Да, действительно, нам удалось коллективу Республиканского центра народного творчества и досуга родить такую хорошую, интересную идею. Родить, да. Это очень важно, потому что сейчас говорят, идея – это самое главное, а потом уже реализация – это чисто технический вопрос. Да. Идея рождена и, что самое важное, поддержана президентским фондом культурных инициатив. То есть мы выиграли грант, и мы этому, конечно же, безмерно рады. И после того, как мы получили вот эту новость, что нас поддерживают, все, началась, как говорится, работа уже по подготовке фестиваля. Фестиваль сам по себе очень интересный и насыщен. Он включает порядка 6 мероприятий, и все это вокруг колыбели. Да? То есть мы говорим сейчас о фестивале, фестиваль колыбели, колыбель моя, Кавай. Порядка 6 мероприятий включает фестиваль. Где будут проходить вот эти все мероприятия? В основном все мероприятия будут проходить 12 июня. Мы неспроста выбрали этот день. 12 июня, в день празднования Всероссийского праздника Дня России на площади Арата. Основные мероприятия, за исключением одного мероприятия, это научно-практическая конференция, которая пройдет 9 июня. А вот что будет обсуждаться на конференции и кто туда приглашен? Вот открою секрет, мы поначалу, конечно, боялись, что наберем ли мы выступающих докладчиков на нашу научно-практическую конференцию. Но вот даже, как говорится, вы заинтересовались этой темой, да, нас пригласили. Точно так же, как только мы стали анонсировать наш фестиваль, мы прям почувствовали, что возрос интерес населения, научного сообщества к нашему фестивалю. И мы набрали достаточно интересную группу докладчиков. У нас есть представитель нашего института ТИХПИ, то есть у нас есть научное сообщество, представители, да, ученых, представители Национального музея, которые являются хранителями, да, нашей истории, традиций и так далее. У нас есть желающие выступить этножурналисты по теме Кавай. У нас даже есть... А этножурналисты из Тувы? Из Тувы, да, конечно. Те, кто интересуется. Даже такие у нас есть. Да, вот знаете, почему они подчеркнули, говорят, подчеркните, что мы этножурналисты. Мне это очень понравилось. С удовольствием, конечно, включили в докладчика. Выступает у нас сам мастер-изготовитель, который вот изготавливает колыбели, да, то есть он расскажет свои секреты, как о технологии изготовления. Есть работники культурно-досуговых учреждений, кому эта тема была давно интересна, они ее изучали. В общем, набрали мы 10 докладчиков. Да, довольно богатый спектр у вас участников, людей, которые будут выступать. С каким материалом они придут на конференцию? Ну, конечно, с собственными наработками.
Музей придет со своими материалами о тех колыбелях, которые у них хранятся, и о тех знаниях, которые дают эти колыбели, да, которые лежат прям в хранилищах музея. Допустим, ученые нашего Тувинского института, они расскажут о тех документах, о тех знаниях, которые хранятся в книгах, каких-то исторических документах о колыбели и вообще о колыбельной культуре тувинского народа. Ну, каждый по своей наработке, со своим материалом придут, и это будет здорово, что они все друг друга услышат, обменяются мнениями. У нас будет еще, конечно, прения, как говорится, да, резолюция вынесена, и мы, что очень важно, мы планируем, ну, как говорится, чтобы фестиваль прошел, отгремел, и чтобы что-то у нас осталось, мы выпускаем брошюру по материалам научно-практической конференции, которая потом наверняка может кому-то пригодиться сильно. А вот вы сказали, что еще мастер будет выступать непосредственно на конференции. А вот много ли у нас в целом мастеров в Туве, которые занимаются изготовлением колыбелей? Я скажу так. В общем, мастеров у нас очень много в Туве, вы понимаете, да, народ у нас талантлив в этом плане, но те, кто изготавливает именно колыбель, их, можно сказать, осталось совершенно мало. И вот одной из целей фестиваля – это как раз привлечь внимание действующих мастеров еще к этому объекту, к колыбели. Вот достаточно, я думаю, мастеру посмотреть один раз на экспонат музея, да, потом посмотреть мастер-класс тех, кто еще сохранил эту традицию или же изучил ее, да, посмотреть, и он уже может как бы сам практиковать изготовление. Просто я знаю, в моем кругу есть знакомые, которые живут в юртах, то есть в нашем традиционном жилье, естественно, им нужна юрта. И они в поисках мастера, кто им изготовит эту колыбель кавай, искали мастера, не могли найти. Сейчас, пользуясь, я думаю, нашим фестивалем, мы расширим, скажем так, этот список мастеров, кто будет уже далее изготавливать колыбели, возможно, на заказ нашему населению. Получается, что вот такой продукт, да, как колыбель, он пользуется спросом только вот среди нашего местного населения или еще за пределами республики? Я, конечно, за другие регионы не ручаюсь, но мне кажется, это такая тенденция идет по всей России, что у нас все возвращаются к корням, да, идет возрождение народной культуры. И вот, кстати, я скажу, что у нас фестиваль, почему мы его приурочили 12 июня? Потому что у нас примут участие не только, скажем так, представители тувинской культуры, но и другие народы, проживающие на нашей территории. Одним из главных наших партнеров является Агентство по делам национальностей. И с их помощью мы привлекаем к участию в фестивале и другие диаспоры и землячества. Нам уже сказали, что несколько диаспор уже откликнулись принять участие. Это и, по-моему, бурятская диаспора, узбекская диаспора, у нас прям тут татарская, киргизская, Азербайджан, казаки. Поэтому, я думаю, будет очень интересно нашим жителям, особенно молодежи, посмотреть, вот колыбель, какая она у разных народов. Вот у тувинцев такая, а у казаков какая, у бурят Они какая. тоже будут показывать свои варианты исполнения, да? Да, мы, конечно, очень хотели бы, чтобы они показали свою колыбель, но учитывая все-таки условия проживания, да, возможности, возможно, не все могут представить. И для того, чтобы они могли представить как бы вот эту колыбельную культуру, мы приглашаем их принять участие в конкурсе колыбельных песен. То есть у кого нет колыбели, они могут как бы показать колыбельные нашему народу. песни точно у каждого народа есть. Да, естественно. Да. И они очень... Любая колыбельная песня, она красивая и своеобразна по-своему. Она, я бы сказала, такой, знаете, сгусток вот, энергии народа, да, такой прям самой-самой задушевной энергии, которая передается младенцу.
мне интересно, как все-таки появилась вот эта идея, почему вы вышли на тропу, так сказать, вот именно этой идеи, показать колыбели, рассказать об этом, как-то вот вокруг этого сделать некий, ну, проявить интерес у людей к этому. Ну, вопрос интересный, конечно, как рождаются идеи. Вы знаете, наверняка натолкнул нас на это год, объявленный год культурного наследия. Культурного наследия, он объявлен президентом нашей страны. И этот год, он должен как бы помочь всем нам поднять те вопросы, да, которые важны. Ну вот пришла идея, что вот именно тема колыбели, она действительно последние годы абсолютно, ну, нетронутая тема, никем особо вообще не поднималась. Никем, да. Да, ближайшие вот эти вот, я вот в ракурсу назад оглядываюсь, думаю, ну, очень долго эта тема никем не поднималась. Но это ведь это одно из самых сакральных таких вот, да, предметов в жизни любой семьи. Каждый человек проходит самый важный период, это вот до года, когда связь с матерью, связь, вот, как передавать ребенку, который еще не знает ни языка, ничего, да, не умеет говорить, как передавать вот эту энергетику любви, причем, которая впитала и народные традиции, и вот, ну, и вот все впитала. Это и есть колыбельная культура. Поэтому, ну вот, придумали. Да, это очень, очень необычно, интересно, правда, что вот ракурс мысли как бы вот развернулся именно вот в эту сторону, да. Творческий такой мозговой штурм, наверное, у вас был. Ну, на самом деле, один именно специалист, у нас есть талантливый молодой специалист, подала идею, мы помогли оформить, и грант прошел, и сейчас мы понимаем, действительно, вот хорошая идея была. А вот непосредственно уже на площади, да, будет фестиваль непосредственно на площади, какие планируются мероприятия, вот люди туда придут и что их там ожидает? Ну, на площади Арата 12 июня с 11 часов уже у нас будет выставлена выставка колыбелей. Причем приедут порядка 100 колыбелей почти со всех кажунов нашей республики. И они будут все разные? Они все будут разные, потому что они изготовлены будут разными мастерами, разный период. Какие-то родовые колыбели, какие-то более свежие колыбели. Столько экземпляров? Оказывается, в республике столько экземпляров есть сейчас, они сохранены. И вы представляете, у людей такой интерес, что мы когда проводили в прошлом месяце семинар для мастеров, да, в музее, чтобы они посмотрели вот экспонаты, участники семинара даже вот прям говорили, у нас была колыбель, она где-то лежит, я поеду сейчас искать. В ней выросло там мои братья, сестры, столько-то, столько-то, столько-то детей выросло. Вот сейчас я поеду искать, и я ее обязательно выставлю. И представляете, сейчас вот по всей республике буквально вот эти последние 2 месяца вот такой невидимый такой поиск колыбели был. И в этом плане нам очень хорошо помогли вот школьные музеи. Говорят, там очень много экспонатов тоже как колыбели есть. У многих прям действительно в семье сохранили они колыбели, где действительно, представляете, одну колыбель передается одной семье, другой, из поколения в поколение. И в одной колыбели могли вырасти очень много детей. И вот это очень важно, что это все передается, сохраняется. И мы так рады, что мы можем собрать это все вот в одном месте и как бы это поднять колыбель на пьедестал, скажем так, почета, вытащить ее из забвения и обратить внимание всего сообщества. Получается, будет выставка, где можно будет разные вариации увидеть. Далее будут проходить мастер-классы по изготовлению тувинской колыбели. Любой может попробовать? Нет, там будут присутствовать 9 мастеров наших, которые сейчас заготовки готовят свои, да, и они будут показывать жителям, как делается колыбель.
То есть они могут рассказать населению, что, допустим, из какой породы дерева, какие части делаются, как они соединяются, почему вот из такой части, почему такого размера, ну, зачем вот это крепление. То есть всю технологию могут рассказывать нашему населению. 9 мастеров откликнулись. Далее, наш национальный музей, тоже один из главных партнеров, тоже привезет на площадь Арата экспонаты свои музейные, покажет древние колыбели, которые у них хранятся, да, естественно, будут рассказывать экскурсовод о каждой колыбели, возможно. Попросили наш национальный музей также провести мастер-класс по традиционному пеленанию. Вот как раньше наши бабушки, да, прабабушки пеленали наших детей. Тогда же не было этих современных пеленок, распашонок и так далее. Естественно, там использовались шкурки, там все, что было в юрте, да, вот. Поэтому, я думаю, стоит всем посмотреть на этот мастер-класс. Конечно же, мы просим, надеюсь, нам помогут, наш перинатальный центр, чтобы провел мастер-класс по современному пеленанию. И То есть, интересно, вот как да, это изменилось, да? Сравнить, Что отличия, да, отличия какие сравнить. есть? Я думаю, даже сейчас, мне кажется, современное пеленание даже не используют, потому что сейчас из роддома дети уже выходят у нас в рубашечках, как говорится, ползунках. Пеленание, то есть и традиционное, и современное. Далее у нас будет конкурс колыбельных песен. Мы предварительно отобрали, то есть мы отсмотрели порядка 100 колыбельных песен, исполнение 100 колыбельных песен, отобрали лучшие, порядка 20, и плюс исполнение колыбельных песен диаспор. Будет конкурс, реальный конкурс, финалисты выступят, жюри уйдет, подведет итоги, в конце мы определим лучших и будем награждать. Также будет выставка рисунков детей, детских рисунков на тему «Колыбель моя, Кавай». Дети у нас рисовали, как они видят колыбель, что у них ассоциируется, в каком цвете. Мне кажется, тоже это будет интересно посмотреть. А вот конкурс детского рисунка, кстати, это какие дети участвовали в нем? Дети рисовали со всей республики. Значит, мы клич дали через детские школы искусств, где есть художественное отделение, или даже где нет художественного отделения. Дальше наши дети, которые ходят в клубы, различные кружки, школы, участвовали, могли принять участие все желающие. У нас был такой поток рисунков, что нам так сложно было отобрать лучшее. Но, тем не менее, мы сделали онлайн-отбор, поскольку, конечно, 200 рисунков мы на площади разместить чисто физически не можем. Пришлось, конечно, это все отбирать. Но все рисунки мы, естественно, опубликовали на наших страницах нашей региональной общественной организации ОНЗА, которая выиграла грант. В социальных сетях? Да, в социальных сетях. Это просто выставка или тоже конкурс? Это конкурс уже с выставкой, да, итоговой. Победителей тоже мы приглашаем, чтобы их почетно на сцене наградить дипломами. И, конечно же, «Веяние времени» — это онлайн-фотоакция «Моя колыбель». Те, кто не могли, допустим, по каким-то причинам отправить свою колыбель или что-то, они могут ее сфотографировать, выложить в соцсеть и присоединиться, как говорится, к нашему празднику колыбели. А вот по поводу детского рисунка, мне кажется, это очень сложно выбрать победителя среди творчества детей. Но, тем не менее, вы знаете, мы даже собрали профессиональное жюри из художников. Жюри собиралось, очень прям долго они рассматривали. Тем не менее, победителей определили. Вот у вас будет, получается, конкурс еще по колыбельной песне, да? Да. И вот вы уже определили победителей по рисункам по детским рисункам. Вот просто интересно, когда оценивается творчество, вот какие там могут быть критерии? Со стороны, наверное, будет казаться, что это вообще очень сложно оценивать. Но действительно это сложно оценивать, очень сложно.
Ведь Поскольку- творчество, оно такое субъективное достаточно. Достаточно субъективное, совершенно верно. Причем есть такая пословица: на вкус и цвет товарища Да. нет, кому-то это кажется хорошо, кому-то не очень. Но тем не менее, если это вокальное творчество, если это все-таки пение, да, какие-то каноны все-таки вокального исполнительства не должны быть. То есть элементарно вот по этим канонам даже можно отобрать интонирование. Да, человек, то есть имеет слух или не имеет, то есть поет он фальшиво или не фальшиво. А далее артистизм, кто как вот образ колыбельной песни доносит, не доносит. Ну и, конечно же, такие вещи, как дикция, артикуляция, то есть вот эти вот моменты базовые, они помогают. Но, несмотря на это, иногда порой бывает, что исполнитель настолько оригинален сам по себе, выбранная песня и так далее, то тут получается, что несмотря на то, что у кого-то может быть все чистенько, а кто-то прям ну, так ярко исполняет, что он, конечно же, может взять, как говорится, намного больше баллов. Ну, да, конкурс есть конкурс, конечно, приходится как-то вот учитывать такие параметры. А какие будут призы? Но у нас предусмотрены денежные поощрения. Конечно, постараемся никого не обидеть, и поэтому... Но самое главное, я считаю, в этом празднике — это участие, внести свою душу, как говорится, при исполнении песни или при рисовании рисунка. А вот как вы думаете, насколько данный фестиваль он будет иметь результативность с точки зрения приобщения народа, да, к культуре, которая уже все-таки немножечко является историей, да? То есть, ну, мы современные люди, мы уже там покупаем кроватки где-то в интернет-магазинах и так далее, да? То есть, как бы вот насколько получится эту интеграцию сделать? Ну, конечно, сложно как бы за весь народ говорить как бы наперед, да, но тем не менее какой-то небольшой результат, мне кажется, мы уже имеем. Одной из нашей целей, задач это было привлечь внимание. Привлечь внимание к колыбели, к этому красивому, забытому объекту, да, нашей культуры. Я уже наблюдаю, что интерес большой, интерес возрос как ученых, так и простого населения. Второй момент, мне кажется, мы получим результат, что у нас появятся мастера, по крайней мере, их станет больше, те, кто изготавливает колыбель. Я не думаю, что колыбель традиционная, она перенесется, переселится в современной квартире. Я не думаю, потому что это, ну, это странно, это нереально, это не нужно. Но поскольку у нас в Туве все-таки развивается сельское хозяйство, оно сейчас переживает период подъема, да, а у нас увеличится количество скота, соответственно, у нас увеличивается количество людей, проживающих в юртах. Но вот хотя бы в юртах, мне кажется, чтобы колыбель появилась, этого, наверное, стоит добиваться. Стоит добиваться и того, чтобы появившаяся колыбель в какой-то семье, в каком-то роду, чтобы она не выбрасывалась, чтобы она бережно сохранялась и передавалась из поколения в поколение. Мне кажется, хотя бы ближайшая цель вот такая, она, я думаю, будет нами достигнута. Ну да, это уже будет Это большой прогресс, Да, шаг вперед. да, я тоже считаю. По итогам фестиваля планируете ли вы как-то вот продолжать эту историю, да, то есть как бы, например, сделать какой-то еще проект, который также будет, да, освещать темы культуры, которые забыли, которые давно не обсуждались, или это будет вот просто один раз вы проведете и как-то результат получите и все? Лично мне хотелось бы, чтобы вот эта история с колыбелью, она продолжалась. Но здесь стоит, наверное,
вести разговор всему нашему сообществу, да, вот ученым, на уровне учреждений Министерства культуры, Министерства образования. Вот мы дали, да, как говорится, искру, толчок. Давайте, что с этим будем делать дальше? Лично мне бы хотелось, чтобы это продолжалось, но не обязательно в формате фестиваля, да, а может быть в других форматах, но это тема достойна того, чтобы она развивалась далее, как-то преобразовывалась. Но в любом случае я со своей стороны намерена вести разговор на уровне, допустим, министра культуры, чтобы как-то вот продолжить эту работу. Именно тему колыбели, да? Или просто как-то фестиваль культурный, и в рамках этого фестиваля, вот, например, колыбель, да, осветили, там еще что-то, вот. Да, я говорю, тут не было я говорю, форматы могут быть разные. То есть колыбель может быть включена в какой-то, там, как часть какого-то, не знаю, мероприятия, фестиваля какого-то, да, или же самостоятельный, небольшой проект, может, какой-то будет продолжаться. Ну и вообще задача Центра народного творчества и досуга, да, директором, которой я являюсь, вообще полностью, как говорится, развивать не только в узких направлениях, но во всех жанрах и видах. И просто к слову скажу, что в сентябре мы, вот, кстати, в этом году выиграли 2 гранта. Вот первый — это «Колыбель», а второй мы выиграли проведение межрегионального фестиваля этнических обрядов и праздников. Межрегиональный — это с кем еще? Межрегиональный — это когда мы приглашаем и другие регионы. Порядка 7 регионов будем приглашать. То есть мы 12 числа сейчас проведем наш фестиваль «Кавай». Буквально сутки вдох-выдох сделаем, и на следующий день уже беремся за, как говорится, реализацию следующего проекта, хотя мы уже, он уже идет, процесс, мы уже договор подписали. Там более уже серьезный, как говорится, масштаб. Тут уже лицо республики нужно защищать, поскольку к нам приедут другие регионы, спикеры из Москвы. И как бы и тоже тема сохранения, как говорится, народной традиции, народной культуры, этнические обряды и праздники. Это более масштабно, более широко получается. Да, это очень интересная тема. Еще раз мы с вами встретимся. Да, я буду рада прийти рассказать. Ближе к осени, да, в сентябре. Вы планируете в начале, в середине, в конце сентября? Начало сентября, значит, где-то в числах 9-10 сентября мы должны провести. Фестиваль называется «Встречи в центре Азии». Вот, на берегу Енисея, прямо около скульптурного комплекса. Будем, как говорится, на пьедестал поднимать наши этнические обряды. То есть это тоже сакральные моменты, такие важные моменты. Причем этнических обрядов у каждого народа очень много, они разные. Тоже считаю, что будет очень интересное мероприятие. Я желаю, чтобы все ваши мероприятия, события все прошли с успехом, безусловно, большое с интересом спасибо. Людей. Да, я думаю, что после нашего интервью тоже многие заинтересуются. Давайте еще раз напомним нашим зрителям про фестиваль «Колыбели». Состоится он 12 июня с 11 утра. На площади Арата. На площади Арата. Так что, друзья, приходите, обязательно наполняйтесь культурно, обогащайтесь духовно, вспоминайте свои традиции и ценности. Спасибо вам большое за сегодняшнюю нашу беседу. Благодарна, что пришли и рассказали поподробнее о фестивале. Спасибо за приглашение. Всех ждем.